Мы находимся в Магасе возле многоквартирного дома номер 51 по улице Мальсагова, во дворе которого обустроена хорошая детская площадка. Но вот вопрос, безопасно ли детям здесь играть, если буквально в нескольких метрах находится открытый подвал, заглянув в который можно невольно ужаснуться от увиденного. Стоит подойти поближе, и перед нами предстает удивительная картина подвала, который почти доверху заполнен водой из канализации. Сточные пейзажи дополняет бытовой и строительный мусор, дрейфующий на поверхности этого искусственного болота. В нескольких сот метров от дома расположен лицей номер 1, и ежедневно мимо проходят десятки школьников, которые вынуждены вдыхать ароматы, исходящие из подвального помещения. Летом В этом пятиэтажном доме, как оказалось, практически никто не живет. Что, кстати, неудивительно, учитывая местные условия проживания. Есть здесь пару жителей, но их не оказалось дома. Чтобы понять, как долго продолжается эта ситуация и в чем причина, мы отправились в столичный водоканал. Как оказалось, этот дом с давних пор хорошо знаком сотрудникам коммунальной службы. Мы когда откачали, увидели, что там эти трубы, они слабые трубы, 3 человека, 4 человека в этом доме живут. Эти, которые снимают, вечером, когда они приходят домой, может из-за этого, там горячую воду, когда опускают, эти трубы, из-за этого, теплой воды, они тяжелеют, отпадывает, Крепления там у них плохие, и соединения там всякая ерунда, Ну, канализационная коммуникация там все полностью, внутренние, очень даже плохо сделано, Выходит, виноват подрядчик, который изначально недобросовестно подошел к своим обязанностям при постройке дома. И теперь коммунальщикам приходится пожинать плоды некачественной работы. Воду здесь выкачивают и сейчас, но этим удастся ликвидировать всего лишь последствия. Вопрос необходимо решать глобально и окончательно устранить причину аварии. Для этого администрацией города уже приняты первые шаги, но и жителям многоквартирного дома необходимо со своей стороны проявить должную инициативу, своевременно оплачивая коммунальные услуги. А на некоторых улицах города наблюдается другая извечная коммунальная проблема, а именно открытые люки на проезжих частях, которые с легкостью могут стать ловушкой для автолюбителей или же для пешехода, потерявшего бдительность. Едва мы заехали на улицу Набережная, расположенную на окраине города, мы сразу же обнаружили 3 открытых люка с промежутками не более 50 метров между ними. Ямы здесь различной глубины, где-то доходит даже до 4 метров. Если сюда провалится человек, то травм, скорее всего, не избежать. А для автолюбителей такие ямы становятся настоящим испытанием их ловкости при вождении. Всего мы насчитали около 20 украденных крышек. Кражи канализационных люков здесь, как оказалось, происходит регулярно. Усилиями городской администрации и водоканала колодцы кое-как перекрывают, но в последнее время делать это стало труднее. Мы насчет этого тоже ходили, и даже заявление писали участковому, ГОВД, администрация, тоже писала. Я сам лично несколько раз писал, Но эти воров, не остановить, туманная погода, вечером, вот как обычно, безлюдное время, они свое дело делают. Бороться с кражей крышек от таких колодцев крайне затруднительно, так как воришки обычно орудуют ночью, но и оставлять люки открытыми никак нельзя. В связи с этим следующая информация не для вандалов. Новые крышки обещали положить уже в ближайшее время. Михаил Тангиев, Адам Балаков, Новости 24.